Система адукации нашей краины имкнется идти у ногу с часом и укоренять самые перспективные напрамки у развития. Ведется переход до модели университета 3.0. Высшие навучальные установы повинны заниматься не только адукацией и наукой, але и новыми распрацоўками у галине экономики. Об гэтым и не только велась гаворка министра адукации Игора Карпенко со студентами. Сегодня студент не только добро успрымае веды, але и сам активно удельничает у адукацийном процессе. Реализовывать концептуальные подходы к развитию системы образования невозможно без активного участия всех субъектов образовательного процесса. А студенчество – это самая активная часть этого образовательного процесса. То есть, если мы предполагаем, что студенты – это только лишь поле влияния, на которое там мы вышли с образовательными какими-то программами и пытаемся их там воспитать, научить и так далее, это проигрышный вариант. Якими якостями повинен валодаць сапраўдны настаўнік? Гэтае пытанне прагучала адно з першых ад студэнтаў у адрас міністра адукацыі. Ігор Васильевич падзяліўся сваімі меркаваннямі. Тым больш, што па спецыяльнасці ён педагог і сваю кар'еру пачынаў з пасады піянер-важатага ў лагеры. Былі пытанні наконт экспарта адукацыйных паслуг, новых тэхналогій у пачатковай адукацыі і не толькі. Інтэрактыў адбыўся. Мне был интересен Игорь Васильевич с точки зрения историка. Так как я исторический факультет, и он тоже учился на историческом факультете. Очень интересна была его позиция насчет исторического процесса. Сегодняшняя встреча прошла в таком теплом ключе. Конечно, узнали новую информацию о процессах, происходящих в системе образования, о процессах, которые будут происходить в будущем в системе образования. Впечатлений очень много, мне очень понравилось, очень много полезной информации. Встреча с министром образования очень понравилась. Игорь Васильевич ответил на все поставленные вопросы, которые были от студентов. Удасканаленне сацыяльна-гуманітарнага блока вышэйшай адукацыі, магчымасці дыстанцыйнага навучання, асаблівасці тыпавых вучэбных планаў, а таксама размеркаванне студэнтаў. Гэта толькі частка тэм, якія былі вынесены на абмеркаванне. Шмат чаго патрэбна мадэрнізаваць, але, як заўважыў міністр адукацыі на сустрэчы, ідэальны не той, у каго няма недахопаў, а той, у каго ёсць ідэал. Анастасія Цыкунт, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».